Доброе утро, Республика, телеканал БСТ, программа «Салям». Юлия Санвердина, Сейвуш Шермадзе. Все самое важное рассказал. Все самое важное, вот и все. Хотел бы сказать, но нет, друзья. Пароли явки. Да, мы продолжаем тему паводков. Об этом мы сейчас поговорим с нашей гостьей в студии. Это исполняющая обязанности начальника отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Гульназ Ильшатовна Хайбульна. Гульназ, доброе утро. Доброе утро. Гульназ, видите, как подготовилась? Сшила юбку, одела погоны под цвет наших кресел, чтобы сочетаться сегодня. Все-таки девочки есть девочки. Роспотребнадзор уже давно знал, какие у нас будут кресла в нашей студии. Да. Доброе утро, рада, что вы сегодня у нас в студии, потому что мы собираемся поднять важную тему. Важную, потому что что наша жизнь? Вода. Без нее мы никак. Да, поговорим про питьевую воду. И вот как раз ситуация с паводком и с половодьем, она опасна еще и тем, что качество питьевой воды частично может снижаться. И вот как контролируется этот показатель, сегодня будем говорить. Вот такая обычная ситуация, частный дом, какой-то частный... участок свой какой-то, может быть, садовый или еще где-то. Да. Здесь нецентрализованная скважина. Прорубленная, пробуренная самим жителям этого участка. Что делать таким людям, вот когда у него нет централизованная скважина, после того, как ушла вода, как проверить качество воды? Но после того, как ушла вода, да, однозначно нужно провести изначально очистку и дезинфекцию этого колодца, а потом уже проводить исследование качества воды. Пить однозначно нельзя? Нет, однозначно нельзя пить подтопленные источники. Исследование можно провести в любой аккредитованной организации, включая ФБУС, Центр гигиены и эпидемиологии, с которым мы работаем. Исследование проводится на органолептические, санитарно-химические и микробиологические показатели. Ну, на договорной основе. То есть, получается, это ответственность самого жителя этого участка, владельца этой скважины. Да, если мы говорим об индивидуальных скважинах, источниках водоснабжения, то балансовая ответственность, естественно, за самим гражданином. Если же мы будем говорить об общественных, то тут уже водоснабжающая организация. Мы сейчас к ним перейдем как раз таки. Еще раз, на всякий случай, да, если у вас свой собственный дом, я не знаю, садовый участок, где у вас есть свой колодец, которого сами пробурили, родник нашли, воду где-то там из грунта, из почвы достали, то, знаете, после паводка пить ее опасно, проверить ее можно, но это уже все в ваших руках. Ну, это, я бы сказала, нужно проверить, потому что вода действительно может быть опасной после такого периода. Как сказки, и так сойдет, и все. Вскипятил и выпил. А потом, доктор, я буду жить. Ну да. Хорошо, а вот теперь говоря о централизованных, так скажем, водоснабжениях, да, влияет ли паводок на них? И кто за них ответственный? Села, деревни, где есть централизованное естественно, может и их не миновать, да, но в данном случае ответственность уже возлагается на водоснабжающие организации. Это может быть и водоснабжающая организация, которая определена, либо за администрацией, да, ответственность остается. В этом случае они проводят эти все мероприятия, которые необходимы, и контролируют качество воды. То есть здесь уже груз ответственности на органах управления? Да, конечно. А как это выяснить? Ну, надо пойти в администрацию, надо пойти, ты сказать, что либо какой-то орган, либо администрация. Это как узнать? Ну, можно, конечно, посмотреть, кому вы платим деньги, да, изначально. То есть, если мы платим, к примеру, в Уфе, да, мы же платим Уфа-водоканалу, то есть мы понимаем, что гарантирующая организация у нас является Уфа-водоканал. Но все это делается оперативно, да, то есть нет каких-то перерывов, там, типа, не пользуйтесь водой из центрального водоснабжения, вода ушла, мы сейчас проверим. Ну, на тот период, если вдруг, да, затопил этот источник, то, естественно, они пока будут проводить мероприятия, они будут приостанавливать, да, это будет либо подвоз воды, либо какой-то другой источник, да, будет подключен, и будут говорить, что нужно будет... в любом случае не останутся, да, самое главное. конечно. Ну, есть еще один вид водоснабжения. Многие пользуются родниками, да, вот, например, рядом с скалой Актау, вот в Гафурийском районе, я знаю, что люди там прям из родника, вот бьет вода из-под скалы, и они там берут воду. Вот что делают с такими источниками? Ну, если же это родники, то как бы наша рекомендация, что нельзя все равно пить из неизвестных источников. То есть как бы качество воды все равно должно быть проконтролировано в данном источнике.
И получается, Роспотребнадзор как раз занимается проверкой качества вот таких родников, которые... Мы контролируем качество воды, да, как бы проверяет у нас и экспертная организация, а мы контролируем качество воды. Если вдруг происходят какие-то несоответствия, да, мы выявляем, то, естественно, мы принимаем меры реагирования. А вот сейчас как раз наверняка тот период, когда идет проверка таких централизованных, популярных общественных родников. Мы вообще изначально, я бы сказала, что мы контролируем качество воды. Это и в рамках социально-гигиенического мониторинга, в который уже заложены точки контроля. На сегодняшний день их 326. Также контролируется качество воды и при проведении проверок, да, и при рассмотрении обращений. Поэтому если к нам, естественно, поступает обращение или это точка соцгигмониторинга, то качество воды у нас будет известно. Вопрос такой. Сколько по времени занимает проверка? Есть какие-то лимиты, там, скажем, вот мы будем проверять воду в течение недели, не знаю, к примеру. Или там, это 2-3 варьирует дня. в зависимости от того, на какие показатели мы будем исследовать. Да? То есть это То еще есть, если зависит от мы, глубины. самые, наверное, долгие, это у нас тяжелые металлы. Они делаются до 10 дней. Но в целом, в принципе, дольше 10 дней – это редкость, да? И бывает такое. Может быть, не исключено, да, но в период паводка большее, конечно, значение имеют микробиологические исследования. Они, конечно, побыстрее делаются, да, где-то 3 дня, может быть, да. Понятно. Слушайте, с нами на связи прямо сейчас по Зуму начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Туймазы Альфия Гимназидиновна Гайнанова. Альфия Гимназидиновна, доброе утро. Что с родником? Доброе утро, коллеги. Мы находимся в Туймазинском районе, деревня Зигитяк. В целом у нас по Туймазинскому району было подтоплено 47 домовладений. Контроль качества питьевой воды мы продолжаем. Показывают коллеги из Центра гигиены и эпидемиологии отправят воду из родника села Зигитяк для проведения лабораторных исследований на микробиологические и санитарно-химические показатели. Вот так вот все это происходит, то есть в прямом эфире вот у нас сейчас идет как раз проверка. В итоге, когда мы получим результаты? Я так понимаю, что мы это можем сами увидеть, да, правильно? Посмотреть. Вопрос тогда к вам. Спасибо большое коллегам из села Зитняк Туймазинского района. Мы только что с вами видели, как в прямом эфире как раз-таки проводится проверка качества питьевой воды. И где потом итоги можно посмотреть? Но результаты у нас выкладываются на нашем официальном сайте управления Роспотребнадзора. Также информацию у нас можно найти еще в интерактивной карте. У нас есть такой информационный ресурс, да, интерактивная карта, которая у нас актуализируется, пополняется по мере проведения исследований. То есть, когда результаты этой проверки будут готовы, они будут загружены на ту же самую карту. Да. Надо посмотреть сейчас на экран нашим телезрителям Можно и увидеть QR-код. QR-код, да, взять свой мобильный телефон, например, отсканировать его и оказаться как раз на той самой карте. Сейчас еще раз произнесу ее название, может быть, так вы тоже можете ее найти. Интерактивная карта контроля качества питьевой воды в Российской Федерации на сайте Роспотребнадзора. Нет, это две разные. То есть управление Роспотребнадзора, есть официальный сайт, да? Своя карта. Когда нет, это не карта. Мы просто выкладываем туда информацию о населении. Да, и есть интерактивная карта, куда уже вот точечно, где отбирались, где отбирались пробы, где исследовалась вода, выкладывается это все. А мы сейчас покажем интерактивную как раз. Сейчас на экране интерактивная карта. И, если честно, за эфиром мы, в принципе, уже воспользовались этим ресурсом. И прикольно, кстати, да. Да, во-первых, да. Во-вторых, где мы, собственно, посмотрели качество питьевой воды. Естественно, здесь, где проводим большую часть своей жизни, на работе, город Уфа, улица Гафури 9/1, телецентр. Забили этот адрес. Вы тоже можете свой адрес указать на этом сайте. И вот что мы в итоге получили по микробиологическим, как назвать? Микробиологическим показателям. У нас здесь не обнаружено. Тут много всяких, кстати, очень интересных показатели. Длинные результаты. Железо есть? Что говорят? Палочка есть? Что он там? Железо здесь Вот, кстати, я не вижу. пока Юля соображает по карте, у меня вопрос вот какой. Но если вдруг человек все-таки выпил недоброкачественную воду, есть какой-то период, так скажем, выявления симптомов? Вот что эта вода непригодная. Сколько там, день-два, и человек плохо становится. Или там через пару часов он уже, вызовите реанимацию. Проверьте воду.
То есть как это происходит? Есть норматив, да, есть установленный норматив, и есть тоже ряд показателей. Если, к примеру, мы выпили воду с Эшерихией-коли, да, кишечная палочка, или с любым, да, например, бактериологическим показателем, да, или же, например, паразитологическим, то понятно, что оно выявится быстрее. То есть это могут быть острые процессы. А когда мы говорим, конечно, уже о химии, и тоже значение, да, имеет значение. То есть, к примеру, может быть превышение на 1 ПДК, может превышение на 100 ПДК и так далее. То есть в зависимости от этого тоже могут быть... разновременные промежутки. Да, конечно. То есть это может быть и острый процесс, и хронический процесс. О, еще и хронический, это еще страшнее. Слушайте, ну вот в Гафуре 9251... Да, может привести к хроническим, да, потому что есть норматив, и то есть мы подразумеваем любое превышение ПДК, оно может влиять, может оказывать, да, на здоровье какое-то влияние. Ну вот я вижу, что у нас не обнаружено энтерококков здесь, нет эсчерик коли, и вообще общее микробное число 0. А тут еще есть, кстати, референсы такие, Норматив, до 50 да, это до нормально. 50. Так что у нас очень хорошая вода, коллеги, спасибо. И фильтры не нужны, Ну, по сути. здесь это уже нюансы. Дело выбора Дело каждого. вкуса. Слушайте, ну давайте, вот у нас не так много времени осталось, да, потому что мы же в основном по поводу паводка обращаемся в МЧС, ГК, ЧС, да, которые ребята конкретно вот прям в 112 полях, звоним, когда да. подтапливает. А вот по каким вопросам можно обращаться в Роспотребнадзор? Какую роль вот вы играете как раз в период паводка? Ну, мы, как мы говорили, уже контролируем качество воды. Качество воды, да. Качество воды это и в источниках, и в резервуарах чистой воды, да, это то есть готовая вода перед поступлением в сеть, и в распределительной сети, да, то есть это у граждан, да, у населения. Также мы контролируем качество воды, если это подвозная вода, если вдруг случилось так, перекрыли воду, и у нас подвоз воды. Сейчас как раз-таки мы демонстрируем вам сайт, да, по которому можно перейти по QR-коду, и я ознакомиться чуть ближе, да, с работой Роспотребнадзора. Так, это проверка воды, которую привозят, и в случае того, если вдруг питьевая вода непригодная на участке или еще Мы где-то. участвуем при санэпидсопровождении, если вдруг разворачиваются пункты временного размещения. То есть мы контролируем и такие пункты. Ну, это как вот сейчас вот ситуация в Оренбурге случилась, да, ребят переселили, жителей из своих домов в силу того, что их затопило, и как раз там, где они базируются, проверяет как раз Роспотребнадзор. Да. Ну, не башкирский, но в целом. Но если же это после зоны подтопления, то, естественно, мы осуществляем также контроль о проведении дезинфекционных, дератизационных, дезинфекционных мероприятий, чтобы это, естественно, все было проведено, да, и не привело уже впоследствии к возникновению каких-то инфекционных заболеваний. Так что, друзья, без воды, как без любви, выжить не получится. Но, да, лучше проверить воду, да, особенно касается тех людей, кто живет в частном секторе, да. И пользуются своими скважинами. Да, своими скважинами. Лучше проверить, да, чтобы лишний раз потом не болеть какими-то стафилококками или еще чем-то говорим о том, кишечными делами. что легче профилактировать, чем уже потом лечить. И качество питьевой воды, еще раз напомним, вы можете проверить с помощью интерактивной карты. QR-код вы видите сейчас на экране. Загляните, просто посмотрите, это очень интересно. Друзья, у нас в гостях была исполняющая обязанности начальника отдела надзора по коммунальной гигиене управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Гульназ Хабибуллина. Гульназ, спасибо вам большое. Вам спасибо. Успехов вам в вашем нелегком труде. Да, и пусть вода будет качественной по всей вкусная. республике. Спасибо, что смотрите телеканал БСТ. Продолжайте это делать. У нас, как всегда, все самое важное, интересное и полезное.